Легким движением пилы браконьерская засидка превращается в обычные дрова. За сегодня это уже вторая точка, которую удалось обнаружить и ликвидировать сотрудникам Малгобекского охотничьего участка. Как правило, все засидки устанавливают рядом с небольшими водоемами. В этом случае их несложно найти. Вдвоем 8 тысяч гектаров. Поэтому берем чепку, проходим, находим. Так они свежие, ясно, что те года вот стояли. А звери, видите, свежие, сегодня приходили даже. Поэтому уничтожение, ой, бог, порядок худел, Егеря ежедневно патрулируют свой участок в лесном массиве и очищают охотничьи угодья от незаконных сооружений. Браконьеры используют различные конструкции, представляющие из себя деревянные или железные настилы, закрепленные на деревьях на высоте 2-3 метров. Браконьеры продумывают свое удобство до мелочей, демонстрируя при этом свое безразличие не только по отношению к животным, но и к природе. Древесные стволы забивают длинными штырями или отрезают толстые ветви, чтобы легче взбираться. Некоторые браконьерские установки появляются там, где они прежде уже были демонтированы. Только за прошлый год в охотничьих угодьях Ингушетии обнаружено и демонтировано 150 браконьерских засидок. За первое полугодие 2020-го усилиями егерей ликвидировано более 40 незаконных сооружений. Сотрудники Минприроды уверены, 90% ущерба ингушской фауне наносят браконьеры из соседних республик. Мы смотрим на буквы закона. Есть у него путевка, разрешение, как он приехал. Ну, если раз он путевки, лицензии, разрешения нету, то незаконно. Полностью искоренить проблему невозможно, считают специалисты, но минимизировать число браконьеров и невосполнимый ущерб, который они наносят окружающей природе, вполне реально. Минприроды уже приняли решение закупить 10 лошадей на средства инвесторов. С их помощью егеря смогут патрулировать труднодоступные места. К тому же в лесах Ингушетии установят более 100 фотоловушек для фиксации передвижения диких животных, черных лесорубов и браконьеров. Михаил Тангиев, Адмдалаков, Новости 24.